Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь за следующие 10 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя, на то, что вас ждет, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте будем разбираться, что же вас ждет. Как поменяется ваша жизнь в течение 10 дней. Смотрите, нам здесь очень четко показывают, что вас ждут очень хорошие и приятные новости. Видите, такая красивая птица прям сверху вниз, как будто бы на руки вам садится. А вы так ручки подставляете, потому что вы, наверное, ждете этих новостей, либо новости настолько хорошие, что вы так обрадуетесь, прям будете смаковать эти новости. Очень-очень положительные, хорошие новости. Невероятно хорошие новости, которых давно не было. Новости, которые для вас все меняют, либо открывают вам какие-то новые возможности. Хороший знак, очень. Тьфу-тьфу-тьфу, да будет так, пусть у каждого исполнится. Дальше показывает человека, который вам как-то вот так, знаете, рукой машет и говорит нет, нет. Либо это какой-то отказ, либо человек отказывается, например, что-то делать против вас. Да? Потому что с левой стороны, если это отказ, то, наверное, вы не сильно хотели, либо вы, может, даже надеялись, что вам скажут нет. А если это человек, который отказывается что-то плохое для вас делать, человек вовремя передумает, либо человек, возможно, какую-то информацию о вас получит, а возможно и высшие силы вмешаются, и этому человеку на вас глаза откроют, да, что не надо вам вредить, не надо какие-то негативные действия в вашу сторону осуществлять, и человек отказывается. То есть это не какое-то плохое событие, это именно как отказ во благо вам, либо отказ от каких-то негативных действий в вашу сторону, как передумает человек. И хорошо. Главное, что вы не против, да? Главное, что вам нормально. Еще в одной очень маленькой лодке сразу 3 человека. Это очень некомфортная ситуация, да? Прям там для одного человека места мало, а тут сразу 3. И еще показано, что в этой лодке, реально 2 лишних. Вот бывает, говорят, там 3 лишний, а у вас 2 лишних. Поэтому, если вы что-то задумали, и какие-то люди говорят, что а мы тебе будем помогать, а мы то, а мы все, лучше откажитесь, лучше делайте самостоятельно. Потому что эти лишние люди, мало того, что ничем не помогут, так еще и могут очень сильно усложнить вашу ситуацию, да, могут еще и навредить вам. Вот эта вот ситуация, поговорка, вернее, в тесноте да не в обиде, она прям совсем здесь не проиграется, наоборот, в тесноте и в обиде проиграется. Да, еще люди могут все вместе разругаться, еще и отношения плохие будут. Да, избегайте помощи и избегайте вот таких вот людей, которые вмешиваются, типа с благими намерениями, но на самом деле по факту ничего не могут, только лишь мешают. И еще, мои хорошие, вот здесь показан такой знак, подкова, как будто бы вот лошадиная, да, подкова. И эта подкова у вас на дороге лежит. Совершенно случайно, совершенно неожиданно. В дороге, в поездке, где-то вот вне дома, где вы находитесь, там в городе, у кого-то в гостях, там где-то в казенном доме. Вот эту подкову, об нее вы спотыкнетесь, об удачу спотыкнетесь. Так вы, возможно, не заметили, но спотыкнетесь. Может быть ситуация как остановка, да, и это приведет к удаче. Либо что-то привлечет ваше внимание, и это будет вашей удачей. То есть можно смело сказать, что удача найдет вас сама. Но только почаще выходите из дома, и тогда удачи будет гораздо больше в вашей жизни. И еще, мои хорошие, для вашего близкого человека
желанная дверь откроется. Что желанно вашему близкому человеку, любимому человеку, родному человеку. Вот этому человеку в его желание, в его мечту двери открываются. Но человек, он, я так понимаю, скромный, либо робкий. И тут прям такая рекомендация вам, своего близкого, конкретно подтолкнуть. Да? Нужен золотой пинок, либо волшебный пендаль, да, чтобы человек все-таки не пропустил окно возможностей и свою удачу схватил двумя руками. Человек может, да, действительно растеряться, либо не заметить, либо заскромничать. И тут вы должны вступить в игру, да, сыграть свою важную, ключевую роль и помочь дорогому, любимому, родному человеку получить его мечту. Такой прям, знаете, интригующий момент, немножечко нервотрепка показана с вашей стороны, потому что вы прям перевозбудитесь, вы скажете: да как же так, ты же об этом мечтал, либо ты же этого хотела, что ж ты тормозишь, да, вот какой-то волшебный пендаль от вас идет. Извините за такое слово, но вот по-другому и не скажешь. Без вас ваш дорогой любимый человек может все пропустить и упустить. Еще вижу, что будет какое-то выяснение отношений, и кто-то себе позволит, ну, как-то не очень хорошо о вас отозваться. Либо позволит в вашем присутствии употреблять, может быть, ненормативную лексику. Может быть, человек переступит через ваши границы. Может, даже человек с каким-то ошарашивающим обвинением выступит в вашу сторону. Вот. Вы молчать, терпеть точно не будете. И я вижу, что человек, ну, как с огнем играет, да? В данном случае вы как огонь, и человек этого не понимает, и он, ну, берет в руки огонь. И, конечно же, обожжется. И обожжется очень сильно. Тут прям горелым запахло. И вы, конечно, человек не конфликтный, не злой, не агрессивный. Но вы никому не позволите об себя вытирать ноги. Вы никому не позволите себя ломать. Либо усомниться в вашей доблести, в вашей чести, в ваших честных намерениях. Да, тут очень крепко достанется. И я скажу так, человек очень долго будет зализывать раны. И, конечно же, этот человек будет истерить по поводу вас, что вот вы так сильно обожгли, что человек ничего плохого не хотел, но вы не сдержанная особа, вы там накинулись, вы там то, вы там все. Просто не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Все это забудется, все это уйдет. Но вот этому агрессору, да, нападающему, будет хорошим уроком, что и в тихом омуте, да, знаете, кто водится, внешность, она очень часто обманчива. И особенно глупые люди обманываются, принимая хорошее воспитание за трусость, да, либо за как слабость. Но вы не трус и не слабый человек. Вы просто хорошо воспитанный человек, да? Уравновешенный человек. Но никому не позволите себя обижать, либо обижать кого-то, кто слабее в вашем присутствии. Вы всегда вмешаетесь и всегда наведете порядок. Но обидчик, да, действительно будет очень долго там восстанавливаться, зализывать свои раны. И даже как-то как страшно будет выходить в свет, в люди, да, вдруг вы где-нибудь рядом окажетесь. Даже какая-то паника у человека из-за вас сформируется. Испуг, да, испуг, страх, паника. Дальше, мои хорошие, показывают, что какой-то человек из своего укрытия выбирается. Возможно, этого человека очень долго не было, либо этот человек, ну, намеренно скрывался, прятался. Но теперь, видите, выбирается очень медленно, оглядываясь по сторонам, пытаясь прощупать почву. Скорее всего, вы от кого-то узнаете, что этот человек себя обнаружил, что этот человек где-то появился. Я так понимаю, что к этому человеку у вас очень много вопросов накопилось, да? Либо, ну, хочет поговорить, да, прояснить, где же ты был, почему прятался. Но здесь так показано, что этого человека нужно не вспугнуть, потому что человек такой еще заяц, да? Настоящий заяц.
Дождитесь, пока этот человек почувствует себя в безопасности и пока полностью себя не обнаружит. Вот когда это все произойдет, тогда прижмете к стенке и зададите все свои вопросы. И я вижу, что человеку уже не отвертеться, придется говорить вам как есть. Очень, кстати, много нового узнаете, очень много интересного узнаете. Не буду делать спойлер, опять же, вы все разные. Лучше узнайте от первоисточника. Вижу, что к стенке прижмете, и уже человек не отвертится. Дальше. Здесь какую-то странную лошадку механическую показывают. Да? Вот она как будто бы робот. Лошадка-робот. Бывают же роботы-собаки, а бывают вот лошадки, наверное, роботы. Что-то, что кажется несерьезным, либо что-то кажется таким эфемерным, может действительно в будущем стать беспроигрышным вариантом. Ну, допустим, это может быть какая-то подработка. То есть подработка – это не основная работа. Вы за нее беретесь в надежде заработать какие-то быстрые, легкие деньги. Ну, не легкие, пусть быстрые деньги. Да? Работая там несколько часов, вы зарабатываете деньги. Вот. А потом эта подработка вдруг окажется очень классной, перспективной основной работой. А у кого-то еще может быть момент, где вы начинаете помогать как-то бесплатно, да, волонтерить, например, а потом вас приглашают прям с почестями, с помпой на очень классную должность, с высокой зарплатой, с прекрасной блестящей карьерой, со всеми, знаете, как с почтением, да, с салютом, с праздником, прям уговаривают. То, что кажется ненастоящим, странным и временным, может со временем превратиться действительно в работу всей вашей жизни. У кого-то еще и, например, хобби. Да? Вот вы любите, не знаю, вязать, либо вы любите шить, вы любите там мастерить. И вы это делаете вот лично для себя. Это как ваша отдушина, это работа, которая приносит вам удовольствие. Возможно, вы начнете торговать своей работой, выставлять на интернет-площадках, и потом у вас уже будут серьезные заказы, а может быть, с кем-то и в коллаборацию вступите, либо в сотрудничество, да, где у вас это уже будет поставлено на поток. Хороший знак. Так что не пренебрегайте подработками, не пренебрегайте тем, что вы делаете, да, делитесь этим, выставляйте на всяких сайтах, показывайте людям, и поверьте, это приведет вас к шикарному результату. Ну, а где вы бесплатно помогаете, знаете, что вас оценят, 100% оценят, и я так понимаю, что позовут на очень хорошую должность. Вот, все начинается с какой-то механической лошадки, либо робот-лошадка, да, а заканчивается очень-очень серьезно. Дальше, мои хорошие, вот здесь показывают двух людей. Люди, которые вместе что-то хотят делать, либо собираются делать. И пока один готов бежать и делать, другой постоянно его останавливает. Горячий человек и холодный человек. Один человек сначала подумает, потом сделает, а другой наоборот. Сначала сделает, потом подумает. Вы, ребят, друг друга найдете. Вы друг друга очень классно дополните. Вот именно вдвоем. Может быть, вы даже пара, либо вы друзья, либо вы родственники. Очень хорошее дополнение. Конечно, может, не сразу у вас все получится, да, потому что пока вы там найдете эту золотую середину, какие-то качели будут. Но в целом я вижу, что вы будете очень успешны. Вдвоем очень успешны. Потому что один у вас очень активный, деятельный в паре, а другой очень расчетливый, такой вдумчивый, да, постоянно вот что там прикидывает, просчитывает. Это идеальная комбинация, такой идеальный симбиоз. Все у вас будет замечательно. Еще и с правой стороны. Дальше. Семья, родственники. У кого-то родственники, у кого-то это ваши близкие люди, да, ваша семья. Вот вижу, что вы соберетесь по какому-то случаю. То есть точно будет случай что-то отметить, что-то отпраздновать. Может быть, у кого-то именины, у кого-то там что-то случилось хорошее. Да? Какой-то повод у вас точно будет для того, чтобы вы все вместе собрались и очень хорошо провели время. Главное, чтобы вы не звали в свою семью, либо вот за свой семейный стол каких-то чужих людей. Потому что чужаки могут все испортить. И также чужаки могут сглазить ваши хорошие семейные отношения. Да, вот придет чужой человек червивым глазом, посмотрит, какие вы дружные, да, как вы хорошо друг к другу относитесь. И скажет: ничего себе, да, вот они дружные, вот у них все хорошо.
а вы потом ругаться все начнете, да, и разруха придет в ваш дом. Зачем вам это? Не зовите чужаков, даже если это ваша любимая близкая подруга, либо даже если это какой-то там прям закадычный друг вашего супруга. Не нужны вам чужие люди за вашим семейным столом. Ни в коем случае. Ни в коем. Нельзя это делать. Нельзя и точка. Может быть, вот у человека давно уже к вам там копится претензии, а еще и увидит ваше семейное счастье, прям совсем пережить это не сможет. Не надо и все. А вдруг человек придумает крадник поставить, да? Оно вам надо, зачем вам решать эти проблемы? Просто не зовите. Так и скажите: извини, но у нас очень тесно семейное мероприятие. Мы с тобой потом пойдем куда-нибудь, да, вместе посидим, погуляем. Но сейчас мы собираемся именно с семьей. И мужу своему так скажите. И скажите так своим родителям, да, чтобы чужих людей не было. Вот это будет самое идеальное решение. Так, еще вижу, что вы за долгое время куда-то поедете. Но вас там сюрприз ждет. Не могу сказать, что приятный, но что-то такое вас ждет, от чего вы охнете, ахнете, но делать нечего, да. Придется принимать как есть. Может, на дачу поедете, да, открывать весенний сезон, дачный сезон. Может быть, вы поедете в какое-то место, где действительно долго не бывали, там все очень сильно изменилось, и до неузнаваемости, да, все могло измениться. Ну, будете, конечно, поражены такими изменениями. Ну, что делать? Что есть, то есть, да. Время идет, все меняется. Ничто не может быть вечным. Вот как-то так. Много удивления я вижу у вас в глазах. Много. И еще вот много говорите, да, о том, что вас удивляет, либо кажется вам каким-то странным, непонятным. Дальше. Какая-то очень классная поездка на автомобиле, я так понимаю. Либо вы поедете куда-то вот гулять на автомобиле, да, может, там за город поедете. Может, в какое-то место специфическое поедете. Может, просто по магазинам поедете, не знаю, с одной точки города в другую точку города. Вот вижу, что будет вам здорово, весело. Вижу, что очень так развлечетесь вы в пути. Долго будете вспоминать эту дорогу. Приятная дорога, очень приятная. Точно понравится и точно запомнится. А еще я вижу, что вы будете очень много смеяться. Смех. И не только вы смеетесь, но и те, кто рядом с вами, будут очень сильно смеяться. Прям такой смех идет, да, звонкий-звонкий. И как многоголосие еще идет. Ну, как говорится, лучше смеяться, чем плакать. Смех продлевает жизнь, да. Еще. Вот здесь вам что-то не оставят, либо даже могут про вас забыть. Не могу сказать, кто конкретно, но вот либо в какие-то списки не попадете, либо кто-то считал и просчитался. Может быть, люди думали, что вы уже что-то получили, на самом деле вы еще ничего не получали. Вот вижу, что вам не достанется, либо достанется чего-то совсем мало. И вы, конечно же, будете возмущаться и говорить: да как так, да что произошло, как вы могли про меня забыть? И вижу, что тот, кто виноват, попытается максимально все исправить. И по итогу вы получите больше, чем другие. Либо все скинутся, да, по просьбе того, кто просчитался, и у вас будет больше, чем у других. То есть, казалось бы, вы проиграли. На самом деле вы выиграете. Только нужно об этом говорить, и нельзя молчать. То есть вы получаете то, что должны получить, плюс еще получается компенсация, которая превышает то, что должны были получить. Ну здорово, здорово. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот какая-то такая история. Дальше. Какие-то негативные новости я вижу вокруг вас и какое-то негативное обсуждение. Люди прям негативят, возмущаются, сопротивляются, но ничего не поделаешь. Да? Вот так оно есть. Так оно есть. И даже если люди против, то кто-то решил, и он это сделал. Нервничать на пустом месте. Но ваши нервы не спасут ситуацию, да, и нервы других людей не спасут ситуацию. Тут либо идти бороться, либо принять как есть и смириться. Разговоров очень много. Разговоры такие вот, как нервотрепка какая-то, да, когда выгорают нервные клетки.
Я вам лично, видя эти знаки, рекомендую в эти разговоры не входить. Да? Вот зачем вам это? Все равно никто ничего не сможет изменить. Все равно люди не смогут повлиять. А просто ходить, сотрясать воздух, возмущаться, ну так вы же делаете хуже себе. Что случится, то случится. Ну вот как-то так, да? Возможно, это случится на какое-то время. Возможно, в будущем все поменяется. Но нервничать из-за этого не стоит. Вот какой-то повод, инфоповод какой-то идет, да, что вот люди злые такие, вот ругаются, говорят, да как такое можно было сделать, да что нам теперь делать, да что это за дела-то такие, да, вот злые все, знаете, от ребенка до пожилого человека, вот вся эта линейка. Но все равно никто ни на что не влияет. Да, вот никто ни что. Ну, придется смириться, да, а вам лучше это все игнорировать, да, заниматься своей жизнью, не тратить свои нервные клетки. Это прям такой, знаете, как совет вам идет. Да. Нехорошие новости, неприятные. Может быть, какое-то подорожание, может быть, еще что-то, но не очень приятно. Возмущения будет очень много. Гул будет стоять и в домах, и на улицах, и в каких-то кабинетах, и в интернете, везде будут возмущаться, но ничего от этого не поменяется. По крайней мере, в ближайшее время точно не поменяется. Может, поменяется со временем. Еще ноги. У кого-то могут болеть ноги, но тут, скорее всего, это климатические условия, да? На погоду крутят ноги. Если вы думаете, что кто-то там плохое что-то сделал на вас, испортил вас, там, поглазил, либо порчу навел, нет, это именно климатическое, это на погоду вам крутят ноги. Дурного в голову не берите. Да, это очень неприятно. Но с другой стороны, ну, вы же с этим живете, а что поделаешь? У всех так бывает, да, вот у кого не спроси, у всех такое. Особенно у варикозников прям 100%. Это я вам как варикозник говорю. Так, дальше. Деньги. Почему-то показано, что очень сильно будете по поводу денег переживать. Может, у вас предстоят какие-то платежи, может быть, задержки, может быть, проблемы с обналичиванием, может быть, проблемы с тем, что вам долг не возвращают, может, еще что-то. Я не вижу сами деньги, я вижу переживания по поводу денег, но вижу, что все хорошо закончится, либо лучше, чем вы можете себе представить. То есть какое-то время вы переживаете, потом все заканчивается, вы понимаете, о, неплохо, а мне нравится, да, а такой вариант меня устраивает, мне подходит. Вот, опять же, не накручивайте себя, да, вот так хочется вам посоветовать, пожелать, чтобы не накручивали. Берегите нервную систему. Нервная система у вас под ударом. Внешние обстоятельства отвратительные. Опять же, вот эти все волнения, переживания. Сами вы очень тревожный человек. Оно все складывается в одну копилочку, а потом эту копилочку начинают трясти. И ваша нервная система просто начинает взрываться. Надо себя беречь. Вообще, я бы советовала вам принимать какие-то успокоительные препараты. Но, опять же, по назначению специалиста. И можно, конечно, успокоительные чаи, да, которые там продаются в аптеках, либо если вы знаете, какие травы заваривать, чтобы успокоить нервную систему, пожалуйста, принимайте. Лишним точно не будет. Дальше. Показываю человека, инициал на букву «Н». Это может быть и мужчина, и женщина. Это может быть имя, а может быть и фамилия. Этот человек скажет правду. Вам нужно послушать этого человека. Ну, либо, по крайней мере, прислушаться к этому человеку. Человек, который как проводник, человек, который знает, как оно есть, либо устами этого человека глаголит истина. Вам нужно послушать этого человека и сделать так, как человек говорит, либо советует, предлагает. Вот человек на букву «Н». Еще. Здесь вот чей-то муж просто в шоке и в восторге от своей жены. Возможно, вы оденете какой-то наряд, и ваш мужчина просто сойдет с ума. Возможно, он сойдет с ума от того, что вы говорите. То есть вы можете ему что-то сказать, и оно окажется правдой, либо сбудется в тот же момент, либо сбудется там на следующий день.
Мужчина по женщине сходит с ума, он и в восторге, и в ужасе, и он вообще не понимает, что происходит. Но если вы что-то одеваете на себя, вы очень хороша, и он будет, конечно же, ревновать. У него, как знаете, борется желание вами похвастаться, и в то же время он вас очень сильно будет ревновать. Прям, да, горячо будет. Ну, а если ваши предсказания, либо ваши, например, умозаключения, то до мужчины дойдет, какая шикарная женщина рядом с ним, еще и умная, еще и предсказывать умеет, еще и прогнозы точные дает. Слушайте, ну реакция будет незабываемая. Я вам советую включить камеру смартфона и записать все это, да, для семейного архива. Пусть будет. Будете иногда просматривать и поднимать себе настроение его смешными реакциями. Дальше. Вот здесь показано, что девушку на свидание могут позвать сразу несколько мужчин. Говорю несколько, потому что посчитать я их не могу. Но это больше, чем 2, точно больше, чем 2. Позовут вас на свидание. И у вас такая дилемма, вы такая: ой, мамочки, кого же выбрать, да? Кого выбрать, как не прогадать, кто хороший, кто не очень, с кем есть перспективы, с кем нету. Да, возможно, даже в один день вас позовут сразу несколько человек, а возможно, у вас там вся неделя, все 10 дней будут расписаны, причем какие-то дублирующие моменты, либо вы будете выбирать, с кем пойдете, с кем не пойдете. Слушайте, ну здорово, здорово, конечно. Ходите, знакомьтесь, общайтесь, выбирайте лучших, выбирайте тех, кто действительно вас ценит, уважает, кто считается с вашим мнением. Ну, вы все девушки умные, я думаю, что разберетесь, да? Вот просто, наверное, от того, что так много людей, все зовут на свидание, там кофе попить, в ресторан сходить, там в театр куда-нибудь, да, прогуляться. И вы такая: ой, как бы не забыть, с кем я должна идти, кого выбрать. Такие мысли у вас в голове. Так, еще. Вот мужчину мне показывают. Мужчина такой растерянный. Почему? Потому что на распутье окажется. У мужчины сразу то ли 2 возможности, то ли 2 предложения. Но тут конкретно надо выбрать. И выбор такой сложный. С одной стороны, вот вроде показано, что одно предложение, либо одна дорога, она прям такая вот шикарная, ровная, блестящая, прям идеальное, да, идеальное покрытие, но уходит в туман. А вторая дорога, она такая, знаете, как грунтовочка, да, ну, либо, может, камнем вымощенная, но она прямая и во что-то светлое упирается, да. Может быть, в одном месте больше зарплату предлагают, но туманные перспективы, ну, потому что огромное предприятие, много людей, там много конкуренции, сами понимаете. А вторая, например, работа, это как что-то небольшое, скромное, но там и прозрачная зарплата, там прозрачные перспективы, и есть возможность, например, роста, да, как незаменимым человеком станете. И вам нужно будет выбирать. То есть, опять же, думайте, либо наперед считайте, что для вас важнее. Кому-то важны деньги здесь и сейчас. И неважно, будет у вас карьера или нет. А кому-то важно, да, действительно выстраивать карьеру и работать там, где вас будут действительно конкретно замечать, ценить, там, почитать, уважать, то есть за руку с вами здороваться, да. Вот выбирайте, именно ориентируясь на свою текущую ситуацию. Вот, ошибиться, да. Главное не ошибиться, ошибиться вам нельзя, потому что такие предложения, они у вас цикличны. Прошлый цикл у вас несколько лет назад был. Я даже не могу посчитать, сколько лет назад. Но опять же, вы разные. Вот. Следующий цикл повторится тоже приблизительно через такое количество плюс 1 год. Вот. От того, что вы сейчас выберете, таким путем вы дальше и пойдете. Ну и опять же, не все то золото, что блестит. Да? Помните эти слова. Недаром мудрые люди их придумали. Вот, будете выбирать, может, посоветуйтесь с кем-то, да? Ну, либо сами с собой посоветуйтесь. Загадайте на сон, в конце концов. Загадайте, запросто можно загадать и получить информацию. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.